Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, постоянному представителю Джохор Кенеша в Конституционном суде Виссарионову Самату Хуштубековичу. Я прошу прощения. Самат Хуштубекович, присядьте, пожалуйста. Самат Аскарович, вам предоставляется слово. Вы все будете выступать? Да. Хорошо. Так, уважаемый суд, участники процесса, Тепляков как бы все моменты отметил. Единственное, хотел бы отметить то, что в настоящем обращении мы как бы оспариваем именно проверку конституционности на соответствие. Это подпункта В, пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года за номером 29, который было признано утратившей силу. Части 3.1 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Здесь как бы поднимался вопрос относительно вот этот период, то есть с 21 года по 24 год, который, как можно сказать, выпал. Но при этом также, изучая данный вопрос, если, например, смотреть практику принятия законов, например, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, как они идут, вот 97-го, 17-го, то есть переходной закон. Переходной закон, где они указывают, именно в процессуальной части, они указывают обратную силу закона. То есть, если обращаются, например, дело на следствие, и вот переходной закон именно как рассматривать, каким руководствоваться законом. То есть, там указана обратная сила закона. В данном случае законодатель, когда принимал уже как бы вот этот, можно сказать, значимость нормы, обратно возвращал в 2024 году, то в данном случае законодатель не указал обратную силу закона. Он понимал, что 3 года выпало, и он обязан был как бы указать наперед, как в других он указывает, но в этом законе он это не указал. Соответственно, вот здесь вот также усматривается, как сказать, право на судебную защиту нарушено. Почему? Потому что если бы была вот эта норма, то Тепляков мог бы руководствоваться этой нормой и как бы уже требовать в судебном заседании со ссылкой на данную норму рассмотреть его дело. Более того, вот хочу отметить то, что согласно части 5 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики есть такая норма, как закон или иной нормативно-правовой акт, устанавливающий новые обязанности или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. То есть в данном случае вот этот трехлетний период, он играет больше в сторону обвиняемого. Почему? Потому что именно там устанавливаются новые обязанности, именно в части возмещения ущерба. То есть вот этот период он выпал, и они ссылаются, говорят, закон, именно если отменяющий преступность или смягчающий, то он как бы всегда применяется. Соответственно, они руководствуются данной нормой, и суды, как бы, как видно вот, в практике, принимали сторону обвиняемого. В этой связи как бы и возник вот этот вот прецедент, который сегодня мы рассматриваем. Более того, вот хотел бы отметить относительно то, что вопрос был задан, в обвинительном акте указан ли ущерб. Да, именно в данном случае со стороны следствия были как бы квалифицированы правильно деяния обвиняемого, ему предъявили по мошенничеству, то есть путем завладения. И согласно вот самой статьи, то есть от суммы ущерба идет и там крупный ущерб. То есть сама квалификация уже говорит о том, что имеется ущерб. Более того, в обвинительном акте указывается ущерб, и как бы в аналогичных других, где вот там сроки давности не истекли, то есть приговором взыскивается. Но в данном случае именно стал вопрос относительно срока давности. Более того, вот он отметил относительно постановления, то, что прекращают, это как бы промежуточный судебный акт, который разрешает какой-то вопрос. Но в постановлении, насколько мне известно, они не могут разрешить несколько вопросов. То есть и прекратить дело, и указать на ущерб, который необходимо взыскивать. Соответственно, в данном случае все-таки усматривается то, что именно вот это вот, как здесь отмечено выше, игра слов, где он не возражает, но ходатайство своего защитника поддерживает, соответственно, просит прекратить. И здесь идет именно нарушение. Более того, вот относительно вопроса, то, что в самом Конституционном суде имеется такая норма, то, что законы, которые признаны утратившим силу, они не подлежат рассмотрению. В данном случае хотелось бы отметить то, что согласно решению Конституционного суда,
от 21 июня 2024 года о проверке соответствия конституционности статьи 62 Уголовного кодекса и статьи 73 Уголовного кодекса, это 17 года и 97. Там Конституционный суд указал, что считает, что обращения, касающиеся законов и иных нормативно-правовых актов, утративших свою юридическую силу, допустимы к конституционному судопроизводству в случаях, если их применение в прошлом привело к нарушению конституционных прав и свобод граждан, а также их применение допускается законом, то есть продолжает порождать юридические последствия, исходя из принципов действия закона во времени и применения обратной силы. То есть в данном случае мы считаем то, что Конституционный суд правильно сделал, принял данное производство ходатайства и рассматривается все-таки вопрос соответствия. И вот из этой нормы, как бы исходя, хотелось бы отметить то, что хотя там норма есть, но на практике у судов есть право применять закон, который признан утратившим силу. Например, Уголовный кодекс 97 года, если он там 17 года, который признан утратившим силу, но если на тот момент было совершено преступление и санкция статьи ниже, то суды вправе применять. Соответственно, и как бы поднимается вопрос, то, что если они применяются в практике, соответственно, и можно как бы рассматривать. При таких обстоятельствах я все-таки считаю то, что законодатель это правильно принял, то, что возвращение аналогичной нормы в уголовно-процессуальное законодательство в 2024 году, что свидетельствует о признании ее значимости, однако отсутствие обратной силы этой нормы не устранило уже наступившие правовые последствия. Следовательно, сохраняется юридическая неопределенность и правовой дисбаланс в отношении потерпевших за этот период. Более того, в данном случае также усматривается именно как бы нарушение равноправия сторон, именно потерпевшего и обвиняемого данным законом. И поддерживая все доводы, прошу признать неконституционными противоречащим части 2 статьи 24, части 1 и 2 статьи 56, части 1-2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года за номером 29 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства, то есть часть 3 прим. 1 признать утратившей силу в статье 26 УПК Кыргызской Республики 2017 года и применить обратную силу закона. Вот здесь вот в части 3 требования, вот здесь, где Тепляков просит, содержание вот прекращения дела по основанию указан в пункте 12 части 1 настоящей статьи не допускается, если не возмещен материальный ущерб, причиненное преступление, придать обратную силу закона во времени, то есть в данном случае как бы просим рассмотреть вот именно этот период, указать до 2021 года, чтобы как бы он был более уже точен, ясен для применения в практике. У меня все.